На днях наши коллеги, журналисты информационного сайта Якутия.Инфо, совместно с порталом OneClick выступили с инициативой установки в городе дополнительных камер видеонаблюдения. Предполагается, что картинка с улиц города будет доступна в режиме онлайн для каждого жителя. Сейчас вместе с правоохранительными органами выбирается точка установки первой тестовой камеры. Стартует он с весны, где-то март-апрель, да, когда будет тепло достаточно на улице. Берутся камеры, устанавливаются на балконах, потому что у нас проводной интернет прилагает камеру установить. Я только подключаю к интернету, но при этом она охватывает, я могу в режиме онлайн, сидя на работе, наблюдать, что делает мой ребенок на детской площадке, или как стоит моя машина, или что-то такое, да, почему бы нет. В первую очередь камеры установят в районах с высоким уровнем преступности. Хотя бы можно элементарно узнать о времени происшествия, сколько человек присутствовал. Финансирование будет изыскиваться всеми возможными средствами, поскольку этот проект, я думаю, по крайней мере в нашем городе он назрел. Инициаторы проекта активно сотрудничают с правоохранительными органами, которые в дальнейшем также планируют открыть доступ к своим камерам для жителей Якутска. Сейчас на улицах города установлены 64 камеры видеонаблюдения. В круглосуточном режиме один оператор следит за картинкой. Смена длится 12 часов. В случае фиксации правонарушения оператор тут же сообщает сотрудникам 02 и строевым подразделениям. Все отделы собраны в одном месте для быстроты реагирования. На 60 камер один человек, наблюдатель, это мало? Или это достаточно? Не, кто мне даст штаты, во-первых? Давайте это... То есть вы не выкладываете? Конечно, вы что это? Мне это вообще 10 операторов мне никто не даст. Я, скорее всего, операторов увожу по 0,2. Если в МВД за камерами следит один оператор, то за онлайн-трансляцией камер будут наблюдать сами жители. Будет ответственность граждан, но если будет и серьезное финансирование этого проекта, то можно будет, конечно, и нанимать определенных операторов, которые будут следить за видеонаблюдением. Я до того, как начал работать в информационной среде, занимался в системах безопасности именно слежением видеонабления, и могу сказать, что я сам, будучи на 12-часовых, 24-часовых сменах, следил за 4 камерами. И то я могу сказать, что следить за 4 камерами безотрывно достаточно сложно. И не всегда удается вовремя среагировать. Несомненный плюс системы видеонаблюдения – возможность по горячим следам раскрыть преступление, подняв архив записи. В среднем материалы хранятся около месяца. Таким образом, по данным МВД, было раскрыто 50% преступлений за 2013 год. Однако, все это работа постфактум. Чтобы использовать возможности видеонаблюдения на 100%, возможно, необходимо позаботиться и об увеличении количества операторов.